Евгений Михайлович, ну все-таки вот выразительность, наверное, это главное, что нужно, что требуется от исполнителя. Вот в чем все-таки причины недостаточной выразительности очень часто бывает? Да, в чем причина? Мне кажется, одна из причин заключается в том, что у некоторых учеников, между прочим, не без помощи педагогов иногда, вырабатываются стандартные приемы исполнения, скажем, пиано, меццо-форте, форте. Стандартные, одинаковые приемы исполнения кантилями, одинаковые технические приемы, одна манера исполнения и звукоизвлечения без учета различия стиля, содержания и характера. Иногда это называют ошибочной школой, системой. А разве может звучать одинаково, например, мелодия в такой... Такая глубокая кантилена, выражающая какую-то открытую задушевную песню. Или можно ли играть одинаково? Это строгая, погруженная в себя музыка, как молитва. Она должна исполняться совершенно другим звуком, совершенно другим приемом, что ли, нестандартным, совершенно различным, чем, скажем, вот лирическая пьеса вот эта Кандельера Мендельсона. Или, скажем, форте возьмем. Можно ли исполнять одинаково, одинаковым звуком, вот, скажем, вот такую. Как бы рвущийся изнутри или из души, как хотите, полная отчаянной силы, не знающая преград музыка. Или, скажем, тоже форте, тема из 32 вариаций Бетховена, тема, наполненная потенциальной драматической какой-то силой, сдержанной, напряжением воли, как сжатая пружина. Совершенно разный звук, разный прием. Или, скажем, что общего в пьяно, скажем, в мелодии разлуки Глинки, грустной, проникновенной мелодии. Трепетного волнения, скажем, в поэме Скрябина. Или же наполненный страстным порывом второй поэме этого же опуса. Или, скажем, наполненный горделивой спесью прокофьевской Монтекки и Капулетти. Что общего в этом творчестве? Что
говорящего пьяно, который я показывал, достаточно убедительно я показал разницу. Да, очень. Да? Причем так быстро вы менялись. Да. Но, во всяком случае, я хочу этим сказать, что вот не годятся стандартные шаблонные приемы исполнения пьяно. Все эти примеры, несмотря на одинаковые нюансы в них, они должны играться разным звуком, разным техническим приемом. А главное, исполнению должно предшествовать разное исполнительское состояние.